Так, мы начнем свою встречу. Здесь в основном было письмо за подписью министра по делам молодежи Республики Дагестан Саидова в адрес главы муниципального района нашего. Ну, здесь в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан и с целью предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде Министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с Ассоциацией общественных объединений «Патриоты» запланировано проведение просветительного семинара «Мирный Дагестан. Селение Касункен». Но данная программа реализуется и в нашем районе. Я как представитель аппарата АТК района, заместитель главы по общественной безопасности, лично занимаюсь этими вопросами. Ну, цель задачи была собрать в основном старшеклассников нашего района, но мы собрали здесь старшеклассников 3 основных школ, самые большие школы, Касункенские школы 1, 2 и Новопоселковая школа. Охватить всех детей как-то и не получалось у нас, но основная масса здесь собрались. Но в этих 3 школах тоже в основном данная работа на должном уровне ведется у нас. Преподавательский состав и районное управление образования, есть заместители директора по безопасности, они действительно данную работу проводят. Но с вами вот принимать участие в этом совещании, в семинар-совещании к нам приехали уполномоченный представитель министра по делам молодежи в территориальных округах Республики Дагестан Шамиль Абдулгаджиев, доверенное лицо главы Республики Дагестан Шейх Рагим Керимов, помощник депутата Народного собрания Атхивского района Муса Талибов, Габибов, ответственный по реализации программы противодействия радикальных явлений в молодежной среде Абубакар Зубаиров и общественный деятель Рамазан Габибов. Но здесь же принимает участие наш председатель совета имамов нашего района Гасан Амаханов, тоже человек, который действительно проводит постоянную работу во всех образовательных организациях района, чисто по духовному, нравственному воспитанию детей. И основная цель вот этих встреч, вот раз с Махачкалы, с центрального этого приехали к нам, значит, есть озабоченность вот в этой сфере. Как-то и в нашем районе тоже в последнее время, вот в 2015-2016 году был сильный всплеск ваххабизма, проходили несколько спецопераций, были погибшие с нашего района и среди сотрудников правоохранительных органов, и мирные жители. Вы помните, здесь убили в один день 5 охотников, убили лесника. Но никогда не думайте, что эти вопросы полностью стабилизированы. Ни в районе, ни в Дагестане. Вот тишина, последний всплеск в Дербенте, вот в ходе спецоперации 9 человек убили. Вчера тоже в Дербентском районе, в лесном массиве обнаружили блиндаж, тоже ликвидировали 2. В Кизляре вот нормальным человеком нельзя назвать. Выходили из церкви женщины, убили тоже молодой парень. Так что основная цель задачи, чтобы исключить факты вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. Потому что основной напор, это сейчас они делают на молодежь. Так что вот мы поприветствовали этих участников и в конце мы, конечно, поблагодарим, потому что это нужная работа. Если эту работу запускать, если они не будут приезжать, и мы тоже не будем, запустим эту работу, у нас опять появится вот эта проблема. Потому что даже вот в 2016 году, когда уничтожили, один парень с нашего района, я уже не буду называть, ему 18 лет только было. Боевиком он нормально, даже автомат в руки не брал, но вовлекли этого парня. Так что, пожалуйста, начинайте свою работу. В конце будут вопросы ваши, все, пожалуйста, задавайте любому участнику. Все, кто будет вести, тоже, пожалуйста, начинайте. Как вы уже, если у вас есть видеопросмотр, тоже разберем эти столы. И Ассаламу алейкум, как вы считаете нужно? Уважаемые дагестанцы, представители такого прекрасного, потомки, так скажем, прекрасных поколений, потомки прекрасных предков. Мы очень хорошо знаем историю Сулейман-Стальского района. Те люди, которые оставили яркий след, так скажем, в становлении нашего Дагестана, сыграли большую роль в истории нашего Дагестана. Мы
спасибо вам за то, что нас представили, приняли, организовали эту встречу. К большому сожалению, имея вот такую богатую историю, наш Дагестан, да, он известен вообще, вот богатая у нас история, достойные предки, которые оставили вот и во время войны, и во время Великой Отечественной войны, и в Кавказской войне, и вообще, когда и в 99 году, когда Дагестан сплотился вместе, вот всегда делал все, чтобы в нашем Дагестане была стабильность, чтобы оберечь нашу молодежь, так скажем, от таких радикальных явлений. Все-таки, имея такое богатое наследие, так исторические ценности, все же сегодняшние реалии, они, видите, не радужны. Так как наш Дагестан находится в геополитической зоне, в наш Дагестан внедряются вот такие проекты, как экстремизм, терроризм, ваххабизм. То есть нашу молодежь, вот наших вот молодых ребят в возрасте от 18 до 35 лет, даже, может быть, еще более на раннем возрасте это начинается вербовка, оказались на этой стороне. И сколько человек мы потеряли, вот можно статистику привести, с 9-х, с 8-х, с 7-х, 2007 годов, мы около сотни ребят, молодых ребят мы потеряли. Оказались в Сирии. И что в итоге? Дети, сироты, жены, вдовы. Что же за этих детей кто будет уже переживать? Их уже заносят, как ставят в учет, так скажем, профучет, никогда на работу тоже не устроятся. Те, кто на должностях, на госработе будут учителями и так далее, с работы тоже снимают. Есть же такая проблема у нас? Есть, проблема есть. И в итоге что получается? Очень важно, чтобы вы, вот, младшие братья, сестры, да, вот, как раз наша половина, очень важно, чтобы вы понимали, кто мы есть. Наш традиционный ислам. Принимали информацию от людей, которые вот представляют духовное управление в вашем районе. В лице вашего имама ваших сел, глав ваших поселений, руководство вашего района. Очень важно, чтобы вы воспринимали информацию именно от них, а не от тех людей, которые находятся и, выучив пару слов, так скажем, на арабском, вливают информацию в наши головы. Очень важно, чтобы вы также продолжили достойно представлять свой район, нашу республику, как на уровне Дагестана, так и за пределами сферы спорта, науки, принимали участие в дальнейшем, после школы уже, и на форумах, которые проводятся, межрегиональные форумы, на любую нашу идею даже, да, вот, если мы захотим что-то сделать, какой-то бизнес открыть и так далее, если мы умеем его красиво расписать, подать, даже уже государство выделяет на реализацию нашей идеи, средства даже, когда такое было. Уже молодые ребята прозрачно могут пройти эти конкурсы, тоже получить эти финансы. То есть определенная дорога уже открыта, нам есть чем заниматься, есть над чем работать. Желаю вам, чтобы вы в дальнейшем, уважаемые братья, только хорошие, только позитивный след оставляли о своем районе. Вы в своем селе, как Расул Ганзата говорил, за пределами Дагестана, говорит, я дагестанец, за пределами России русский, да, то есть вы за пределами своего района будете свой район представлять. Вот эту вещь никогда не забывайте. Сегодня то время, когда и путем распространения наркотических веществ наносится физический и психологический вред нашей молодежи, употребляют это на свай и так далее, вы сторонитесь от этих вещей. Никогда не будет, чтобы вами могли ваши родители гордиться в первую очередь и весь район. Спасибо за внимание. Я уверен и убежден, что в этом зале сидят будущие и лидеры молодежи, и депутаты, и директора школ, которые в будущем будут достойно представлять наш Дагестан и Россию. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые учащиеся, друзья. Рад сегодня присутствовать на таком мероприятии, где собрались вот столько наших молодых людей, которые в дальнейшем, в будущем, как Шамиль Алугаджиев подметил, станут занимать определенные какие-то должности, будут представлять свой район, а где-то, может, и свою республику. Я бы хотел сделать небольшой акцент на то, что сегодня наша молодежь, в основном, говоря о радикальных проявлениях, она
как бы влияние попадает через соцсети, через гаджеты, айфоны, смартфоны, телефоны. И 80% людей, которые покинули наши родные земли, родной край Дагестан, свои семьи, детей, жен, именно через телефоны, гаджеты были подвергнуты вербовке. Эта статистика приводится. Поэтому также, не говоря о межнациональной розни, которая сегодня, если не радикальная, то межнациональная рознь, которую внедряют нам сегодня, ты лезгин, он аварец, вы там должны показать, кто лучше и так далее. На этой почве также сегодня хотят стравить народности Дагестана. Поэтому я призываю вас, во-первых, ваши учителя, которые сегодня стараются ради вас, готовятся ночами, чтобы утром вам довести ту информацию, которую они обязаны довести, чтобы эту информацию вы впитывали, и как они передавали другим, вашим друзьям, младшим поколениям и так далее. И были из той категории людей, которые, видя в соцсетях какую-то информацию нехорошую о том или ином народе, независимо от того, это Южный Дагестан или же Северный Дагестан, как адвокат, защищающий своего брата, свой народ, свою честь, вот так мы защищали друг друга. Вот. Мы же знаем, Дагестан, сколько национальностей живет в Дагестане, и до сих пор мы живем как мирно сосуществуем, как братья, как одна большая семья. И некоторым это не нравится. Вот, поэтому от нас многое зависит, если мы каждый будем вот как-то носить такой объединяющий характер, писать как бы комментарии положительные под теми или иными постами, где нехорошую информацию подают, мне кажется, это спустится на нет. И вот те враги, которые хотят сегодня различными способами разъединить Дагестан, у них ничего не получится. И если здесь кто присутствует, думает, это, вон там я вижу, не упрек, конечно, кто-то улыбается, анекдоты рассказывает, смеется, у кого-то свое общение какое-то. Мы сюда не приехали, чтобы вас учить там или что-то, да, вот. На самом деле проблемы есть у нас. И эти проблемы могут коснуться каждой семью. Вот, чтобы этого не было, мы каждый, здесь 50-60 человек, каждый может внести свой вклад в то, чтобы эту проблему потушить. Это соцсети, это радикальные какие-то посылы мы можем вытащить, это положительную информацию довести, это с вопросом кто-то обратиться к вам насчет религии, можно привести к нашему районному имаму. Если вопрос политики, вопрос прийти к нашим уважаемым людям, представителям администрации, вопрос какой-то школьный, к нашим учителям, директорам школ. Вот. Пусть это собрание и презентация, которую мы проведем, послужит пользой для каждого из нас. Всех благ, здоровья. Ассаламу алейкум, рахматуллах, добрый день. Я сейчас понимаю, конечно, Муса, молодые люди, я тоже в свое время, будучи, когда вот звали на такие разного рода собрания, опять думали, что сейчас они будут говорить, да, мое такое драгоценное время сейчас займут и так далее. Но уверяю вас, молодые люди, то, что вот эта работа, которая проделана, эти проекты, которые сейчас мы будем представлять, эта работа проделана очень большим количеством людей, которые действительно переживают за вас, за ваше будущее, за будущее всего Дагестана. Это представители не какой-то отдельной одной нации, или там, это действительно разносторонне развитые личности, и профессора, и молодежной политики, кто занимается и в сфере пропаганды, терроризма и так далее. Потому что этот проект разрабатывали очень долгое время, и я думаю, она принесет вам действительно максимальную пользу. Я думаю, если я в свое время, в вашем возрасте, действительно был бы чуть внимателен к таким вещам, внимателен к тому, что говорят учителя, директора, я думаю, я давно уже достиг бы, наверное, еще больших высот и успехов. Поэтому я сейчас хотел бы чуть-чуть вот один стих зачитать вам Расула Гамзатова. На одном собрании я читал его среди взрослых, он очень им понравилось. Мне даже просили этот скин ко мне, говорит, мне очень понравилось. Чтобы задумались действительно над словами, которые здесь будут сказаны. И история и будущее, оно связано. И не забывайте свою историю. История у вас действительно прекрасная, и вашего края,
и в общем Дагестана. Выезжая за пределы, да, мы представители не только своего рода, не столько своего народа, своей нации, а мы представители всей республики. Мы достойное слово, да, представители Дагестана, и мы представляем Дагестан в целом. Много есть примеров для подражания в истории, да, и у вас в крае Сулейман Стальский и много других героев в разных сферах деятельности, которые прославили ваш район, вашу нацию, в общем, республику. Так и сейчас есть герои, на которых можно равняться. Это такие же простые учащиеся были, как и вы, как и я с вами. Они тоже учились в таких же школах, у них же были такие же учителя. Но они сейчас достигли таких успехов. Это и спортсмены, олимпийские чемпионы, и профессора сейчас молодые, которые там чуть ли не номинируются на Нобелевские премии. Это можете быть завтра вы сами тоже. И руководители, и профессора, и те, кто будет прославлять и республику, и всю Россию. В старину писали не спеша деды на кинжалах и кинжалами. То, что с помощью карандаша я пытаюсь выразить словами вялыми. Деды на взлохмоченных конях в бой скакали, распрощавшись с милыми, и писали кровью на камнях то, что я пытаюсь написать чернилами. Большая заслуга наших предков, уважаемые, то, что сейчас нам не приходится ни воевать, ни кровью писать, где бы то ни было, эту историю. У нас есть уникальная возможность сейчас писать эту историю хорошими, благими намерениями, благими поступками. Невозможно благо принести, будучи радикальным каким-то экстремистом или там воином каким-то, да, непонятным. Ты только можешь пользу принести своему краю, будучи позитивно настроенным гражданином своей республики, своего края. Я еще два слова скажу о патриотизме в целом, да. Понятие патриотизма не подразумевает под собой, как мы это привыкли думать, да. Патриотизм там это что-то такое из советской эпохи и так далее. Патриотизм это такое чувство гордости даже, да, за свою страну, за свой край, где ты родился, где ты живешь. Это и даже простейший элемент, то, что ты мусор даже, да, донесешь куда-то до урны, то, что ты подскажешь молодому человеку, как себя вести, каким-то, если ты обладаешь вот мужественным, действительно мужественный тот человек, который своим хорошим примером покажет, как быть. Хорошим быть, да, чуть-чуть сложнее, плохим там, что, пошел, что-то сделал плохое, ты уже все плохое, тебя никто не признает. Действительно, хорошим быть чуть-чуть сложнее, но и это и есть мужество. А испокон веков именно мужеством кто обладал? Настоящие мужчины. И я вас призываю быть этими мужчинами. Что в последующем всякие такие нечисти, да, не смогли нанести вред ни вашей семье, ни вашему краю, ни нашей республике. Вот этот проект, который сейчас будет презентовать наш коллега, очень масштабный проект, очень полезный проект. Над ним работали очень много людей. И я прошу внимательно посмотреть его. И если будет возможность, дома тоже посмотреть, загуглить, да, у каждого сейчас есть интернет. Дальше развивать для себя воображение и запомнить эту действительно встречу. Пускай она будет действительно позитивной и полезной для вас, для старшего поколения и для вот, подрастающего. Большое спасибо. Я думаю, у нас, иншаллах, будет это. Ну, сейчас основная часть пойдет, вот смотрите, да, вот здесь выступление, которое перед вами делают, это просто так не проводят, они просто так не приехали. Ну, многие действительно здесь как-то ведут себя тоже не так. Ну, раз гости приехали, должно быть уважение. Во-первых, надо выслушать все, сейчас надо посмотреть все, потому что действительно вот те вопросы, которые они затронули, вот то, что молодежи пудрит и мозги и путем в социальных сетях и в других вопросах, ну, надо придавать значение. Через месяц многие из вас закончат школы, поедете уже по вузам поступать в разные регионы и Дагестана, и России. Надо быть осторожным, надо прислушаться к тем вещам, которые вам говорят здесь. Давайте сейчас основную часть работы начнет. Венера Хадабедировна, вы уже будете продолжать. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Прошу нас извинить за то, что приехали поздно.
Вот, данный проект, он называется «Мирный Дагестан», он проект просветительский. На самом деле над этим проектом работала целая команда начала 2013 года. И данный проект, он попал в приоритетные проекты главы нашей республики. Также, как и данный проект, данный проект, он рассчитан именно для дагестанской молодежи. Мы вот с коллегами выезжаем по всем селам и городам нашей республики, а также выезжаем в те регионы Российской Федерации, куда массово выезжает дагестанская молодежь, чтобы поступить в вузы. Это Санкт-Петербург, Москва, Ставрополь, Башкортостан, Казань. На самом деле проделана очень огромная работа. И совсем недавно, когда был в Москве на форуме сообщества, где принимал участие наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, и я попал на такую площадку, которая называлась именно по профилактике терроризма и экстремизма. И оказалось так, вот когда я презентовал наш там проект, и оказалось так, что на самом деле во всей России аналога такого проекта вообще нету. И конечно же, есть предложение из регионального проекта уже выработать такой федеральный проект, над которым мы сейчас вместе с коллегами московскими работаем. Хотелось бы вас спросить, вообще, что мы знаем о нашей республике? Хотелось бы сразу вам сказать, чтобы вы не стеснялись, чтобы отвечали на данный поставленный вопрос. Что мы знаем о нашей республике? Так, пожалуйста. На самом деле, данный проект, он касается каждого из нас. Почему? Потому что я вот сам, допустим, когда в школе учился, я был в 8 классе, и получилось так, что ребята, которые окончили ту школу, в которой я учился, 9 человек были ликвидированы в ходе спецоперации в этом Магоранкенском районе. Я видел, на самом деле, состояние наших преподавателей, заучей и так далее. На самом деле, они плакали, наверное, как родные мамы этих детей. На самом деле, было очень обидно за этих ребят и так далее. Поэтому данный проект, он, что касается просвещения, он касается, на самом деле, каждого из нас, чтобы как-то остеречься. Что мы знаем о Дагестане? Неужели ничего не знаем? Наши знаменитые писатели, наши достопримечательности, и так далее. Ничего не знаем об этом. В Дагестане, на самом деле, сама республика очень отличается наряду с другими субъектами. Вот на данной фотографии это Самурский лес. Что мы знаем о нем? Совершенно верно. Вот здесь фотография, вот это Суласи каньон. Что мы знаем о нем? Совершенно верно. Вот это Бархан Сарукум. Что мы знаем о нем? Я понял, что единственное в России. Это самый большой бархан на территории Евразии. А в мире это второй по величине самый большой. Искусство и промысел. Практически во всех мировых музеях и частных коллекциях находится производство дагестанских мастеров, кто занимался ковроткачеством, по дереву, ювелирным изделиям, оружейным делом, архитектурой и так далее. Несколько лет назад, когда я был в Турции, я сам-то люблю посещать музеи, чтобы изучать, можно сказать, чужую культуру. Да, на самом деле я там увидел вот эти кубачинские наши кувшины и так далее. На самом деле было очень так даже интересно. Экопродукция, ресурсы и производство. На самом деле мы все с вами прекрасно знаем, какое у нас вкусное молоко, свежее мясо и так далее. Все же знаем, какие у нас фрукты, овощи, правильно же? Если в правильном русле мы все это будем развивать, то по вкусовым качествам в России у нас будет одно из таких лидирующих позиций. Поэзия нашего края. Знаем кого-нибудь? Всех знаем. На самом деле это наше национальное достояние, это поэты, которые прославили наш Дагестан, может быть, на всю Россию, на весь мир. Это Амарла Батыра, Етим Имин, Ильичи Казак, Гамзат Садасан, Сулейман Стальский. Одно лишь произведение нашего писателя Расула Гамзатова были переведены на 70 языков народов мира. Уровень грамотности среди населения Дагестана всегда был на высоком уровне. Скажите, пожалуйста, что по вашему мнению вообще слово грамотность, что означает?
Что вы сказали? Совершенно верно. Кто что еще добавит? Вот этот человек, это русский ученый генерал Услар. Он приезжал в Дагестан во время Кавказской войны, и находясь здесь в Дагестане, он сказал, если сравнить население численности Дагестана того времени, то есть на период 1839 года, то уровень грамотности дагестанцев намного превышал уровень грамотности европейцев. Это о чем говорит? Это говорит о том, что на период 1839 года дагестанцы, они намного были грамотнее, чем жители Великобритании, Франции, Дании, Швеции и других европейских стран. Вот этот вторая фотография, доктор Абдул-Басит, он является директором Центра исследований и изучения Медина Абдурахман Ансари, автор сочинения об обитателях этого города, живших здесь начиная с 19 века, называет дагестанские дома в Медине обитателем науки и этики. То есть те дагестанцы, которые выезжали в Медину, чтобы получить образование, они пользовались большим авторитетом среди горожан. Ниже это Назир Издургили собрал свою биографию 230 дагестанских ученых и назвал «Усла домов биографии дагестанских ученых». В этот словарь ходили люди, кто вообще проявил себя в сфере образования, просвещения, медицины и так далее, и так далее. Вот эта фотография. Кто-нибудь знает, что это? И где это находится? Я знаю, что ты читаешь оттуда. Это первое исламское учебное заведение на всей территории Кавказа и России, Мадраса Низамия, которое было построено в дагестанском селе Цахур в 1075 году. Между прочим, до сих пор этот объект он существует. История, которой стоит гордиться. Участие в Первой мировой войне конного полка, Дикая дивизия, Кавказская война за независимость, победа в Великой Отечественной войне 41-45 года. Прошу вас, пожалуйста, обратите особое внимание на эту фотографию. И к вам вопрос. Что вы знаете из истории Дагестана, то, что у нас происходило в 1999 году? Вполне возможно, ваши отцы, матеря, бабушки, дедушки вам об этом рассказывали. К сожалению, сегодня наша дагестанская молодежь, именно большинство именно так и думает, но на самом деле это не так. Это для нашей республики, в целом для нашей страны. В 1999 году с двух направлений, со стороны, то есть это не чеченская война, друг мой, просто с территории Чеченской республики, с страны Авалака и Ботлиха вторглись в Дагестан международный бандформирование. Это было в 1999 году. Наши жители, наши дагестанцы, которые проживали в Ботлихе и на Авалаке, это бабушки старые, дедушки, молодые ребята, которым было и по 9, по 10 лет, они стали на защиту нашей Родины. И каждый из нас должен знать об этом. Именно знание своего рода местности края формирует нас образ и понимание своей культурной особенности в контексте общероссийской и мировой культуры, определяющий ориентиры, чувство достоинства, уверенности в завтрашнем дне. Образ Дагестана нашей памяти. Кого-нибудь знаете на данном слайде? Еще кого знаете? Молодцы. Эти люди на самом деле, совершенно верно, эти люди на самом деле, которые прославили нашу республику на весь мир. Допустим, про имама Шамиля знают во всем мире, практически во всех странах, большинство, так скажем, есть или проспекты, названные в честь имама Шамиля, либо там улицы. То же самое Расула Гамзату и других наших достойных личностей. Все же на одной памяти предыдущих лет нам будет тяжело двигаться вперед и вести за собой младшее поколение, поэтому нужны современные примеры. Знаете кого-нибудь? Здесь, наверное, всех знаете, да? Каждое столетие в Дагестане рождаются достойные личности, которые формируют достойную историю нашего края. Расскажу немного о них. Вот этот парень из соседнего муниципалитета, выходец из Тавасаранского района, Марат Рахметов, он погиб 4 года назад в Подмосковье, спасая 2 русских девочек. Вот этот парень, это Марат Халиков. Это парень-сирота из Кизляра, который поехал в армию, потом он стал участником чемпионата мира по танковому биатлону. И как бы многие другие ребята, которые
проявили себя в спорте, в искусстве, в образовании и так далее. Все же, к сожалению, реальная сегодняшняя жизнь не совсем радужная, несмотря на такое наследие, возможно, перспективу мы наблюдаем вокруг себя все новые и новые угрозы современности. В определенных случаях не просто наблюдаем, а становимся даже их жертвами. Все знают про шелковый путь, да? Ну да, это выход к Каспийскому и Черному морю. Имея такое достояние, существует риск потери наших ценностей, поскольку Дагестан, как и весь Кавказ, находится в поле геополитических интересов. Причиной тому служит это шелковый путь из Азии и Европы, прилегающий через территорию Дагестана, и возможность владения двумя морями, это Черный и Каспийский. И подтверждение служит тот факт, что Кавказ объявили зоной своих интересов более 30 государств. В таких угрожающих условиях сегодня молодежь недостаточно защищена от мощного информационного потока, всевозможных ложных идеалов, которые внедряются в нашу жизнь через киноиндустрию, СМИ и интернет. Параллельно для молодежи наносят психологический и моральный вред посредством распространения энергетических напитков, курительных смесей, алкоголя и так далее. Последствия губительные, нет никакой перспективы ни для семьи, ни для карьеры, ни для здоровья. Вот эта фотография, чтобы вы знали, эта фотография не сделана где-то там в Соединенных Штатах Америки и так далее. Эта фотография сделана у нас в городе Махачкала. К сожалению, во многих муниципалитетах Дагестана мы можем увидеть такого рода людей. Но есть еще более опасные глобальные угрозы определения и причины возникновения, которые до сих пор выясняются учеными. Попробуем и мы ознакомиться и разобраться в их причинах. Радикальные идеологии, фашизм и экстремизм – две звенья одной цепи. Кто знает, что такое фашизм, что такое экстремизм? Вот ты что знаешь, парень? Фашизм, крючок, связка. Переводится с итальянского. Правильно. Здесь, которые изображены, это молодые ребята, это жители центральных регионов Российской Федерации. Они граждане Российской Федерации. Эти же люди, проживающие в субъектах Северокавказского федерального округа, они тоже граждане Российской Федерации. Те, которые изображены вот на данной фотографии, они преследуют такую цель, то что можно применять насилие к тем людям, кто не разговаривает на их родном языке, то есть на славянском, да, и внешне от них отличается. Эти же, они преследуют такую цель, то что можно применять насилие к тем людям, кто не молится так, как они, или же по вероубеждению как-то от них отличаются. Если, допустим, закрыть вот эту фашистскую свастику, и вот эти слова на арабском языке на голове у этого мужчины, эти люди чем-либо друг от друга отличаются? Нет, конечно. В обоих случаях это система идеологии. Подобные убеждения приводят к явлению, сдерживающим наше развитие, одно из которых заражение молодежи идеями радикализма. Сегодня мы наблюдаем, что определенная часть молодежи готова взять в руки оружие и направить его на людей, находя этот путь самым правильным для себя. Человек, ставший на этот путь, он для себя убежден, то, что если вдруг он совершит там какое-то преступление, теракт, он попадет в какой-то рай. Это такое ложное убеждение у него появляется. 21 век – это век глобализации. Глобализация – это процесс всемирной политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Говоря проще, любое событие, которое происходит в мире, через 2-3 минуты становится всеобщим достоянием. Приведу пример. Я как, допустим, житель города Дербент, но большую часть времени проживаю в Махачкале. После того, как ликвидировали 9 боевиков у нас, 4 из них ликвидировали на улице Сулеймана Стальского, там неподалеку находится школа. Когда я начал уже в социальных сетях смотреть, то, что на улице Сулеймана Стальского и так далее, я сам про себя подумал, я говорю, не дай Аллах, говорю, если они в эту школу зайдут. На самом деле, второй Беслан, это для нас такое событие было бы, да. И что хочу сказать, то что благодаря тем гаджетам и так далее, планшетам, вашим телефонам, любое резонансное событие становится всеобщим достоянием сегодня. В этих условиях ислам как мировоззрение стал ускоренно распространяться во всем мире. К примеру, за последние 20 лет количество мусульман в мире увеличилось на 400 миллионов человек. Сегодня количество мусульман в мире это примерно 1,5 миллиарда человек, что составляет 23% от общего населения Земли. Следствием распространения ислама является, к примеру, в семьях
вот как бы европейцев, это жители Франции, Дании, Швеции, Великобритании, Норвегии и так далее, у них в семьях рождаются минимум 1, максимум 2 ребенка. И то они делают, то сами же родители, они делают большой акцент чисто на своего ребенка, они задумываются о том, кем же будет мой ребенок через 10-20 лет. К примеру, в семьях же мусульман у нас как, минимум 2-3 как бы детей, максимум там может и 6, и 7, и 10. Также ускоренным распространением ислама является то, что такие знаменитости, как Мухаммад Али, Майк Тайсон, Жаков Кусто, Юсуф Ислам, они принимают ислам, и те люди, кто интересуется их жизнью, они следуют их пути. Однако определенным геополитическим силам не нравится такое положение вещей. Поставленная задача дискредитации ислама руками самих мусульман. Продемонстрировать мусульман негативно в свете, втянув их бесконечные войны и конфликты. Все видят эту фотографию. Вот впереди это священнослужитель, да? Сзади же это человек, который дискредитирует ислам. В частности, это как бы западные страны, да, которые сейчас у нас есть и конфликты и так далее. Эти же западники, они показывают священнослужителей в абсолютно негативном, плохом свете. Молодых людей призывают к совершению якобы джихада, который внушает страх и уносит мирный жизнь, уносит жизнь мирных жителей. К сожалению, конечно, я надеюсь, что сегодня вообще нет таких людей, кто как бы рассуждает именно так. Но, к сожалению, были такие люди, которые рассуждали именно так. Все, что мне нужно было узнать об исламе, я узнал 1 сентября 2004 года. Все знают, что произошло 1 сентября 2004 года. События в исламе. Также вот другие вот совершенно Каспийские, Буйнасе, Волгодонске, Москве, Волгограде, Грозном, Синае. После совершенных всех таких как террористических актов по всем мировым СМИ передают. Вот реально, если зайти в YouTube, можно даже там как бы прослушать, как эти телеведущие, они именно так и как бы передают, да, как населению своему. То, что это якобы совершили исламские террористы, захватили школы, исламские террористы захватили детей, там, дом и так далее. То есть все время, когда по телевидению или в СМИ передают слово понятие исламский, у населения искусственно формируется мнение, то, что религия ислам это и есть зло. Реалии сегодняшнего дня не исламские, не государство Даиш, форма образования данного уже государства, методы избрания правителя, халифа и способы каждой мирной жителя не соответствуют фундаментальным нормам шариата. ИГИЛ это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. В итоге все эти насильственные действия приводят к исламофобии во всем мире, вызывают отторжение, страх от внешнего вида и от атрибутики мусульман. Вот эта фотография, это сделана, это центральная часть Российской Федерации. Люди вышли на митинг, здесь у них баннер, да, сегодня мечеть, завтра джихад. Это же жители Европы тоже на митинг призыва там нет исламизации и так далее. Чтобы среди нас не распространялась ложная информация касательно религиозных постулатов, нам необходимо владеть истинным знанием. Какое же правильное определение джихад, которое так усердно призывает молодежь? Потому что сегодня, вот даже сейчас, бить в Яндексе или Google слово джихад, на самом деле там появляется определенного своего рода как военная романтика, кто-то кого-то режет, убивает и так далее. На самом деле это не так. Вот я расскажу одну историю, это было вроде Махачкала, не буду говорить, в каком именно это было в этом учебном заведении. В зале сидела девушка, она была, ну, как бы покрытая, да, была, в хиджабе была. После вот данного слайда, то есть не вот данного, а следующий, да, кто перейдет, эта девушка на самом деле начала плакать. Реально начал плакать. Коллега, который презентовал данный проект, он говорит другому коллеге, там, говорит, девушке, говорит, как-то плохо, она, говорит, плачет и так далее. Он, говорит, подошел к ней, спрашивает, ну, как бы, сестра, что с тобой, типа, почему у тебя такие там как бы, эмоции? Она говорит, у меня брат несколько лет назад сбежал, говорит, в Сирию, типа якобы там за борьбу там на пути Всевышнего и так далее, и так далее. И как бы, она же сказала, если такая работа с нашей молодежью велась бы как, хотя бы еженедельно, я не говорю ежедневно, еженедельно один раз, то наш такой стратегический потенциал, на самом деле, с этой молодежью, на самом деле, кто-то мог бы проявить себя в сфере политики, спорта, образования и так далее. Это наша молодежь, чтобы вы знали, это наше национальное достояние. То, говорит, наша молодежь сюда, говорит, не выезжала бы.
И поэтому, чтобы вы знали, джихад в переводе с арабского это усердие в благом деле. Это может быть помощь слабому. Просто объясню. Вот вы ходите на центральную улицу, да, вот вашего поселка. Видите, что проходит там дедушка или бабушка. Если вы ему поможете перейти эту дорогу, это для вас является джихадом. Содержание семьи. К примеру, каждый мужчина, когда создает семью, он когда обувает, одевает, кормит свою жену, детей, это тоже для него является джихадом. Уважение к родителям. Когда вот человек уважает свою мать, отца и так далее, это тоже является джихадом. К сожалению, наша дагестанская молодежь как-то становится дальше от этого, да, поиск знаний. Вот, к примеру, вы каждое утро, вы же приходите в 7:30, да, примерно, в школу. Я не знаю, может быть, среди вас есть такие, которые спят и как-то не хотят там вставать, там, пойти на первый урок. Вы скажите, есть же такие, правильно? И когда вы боретесь со своей ленью, чтобы встать в школу и получить знания, допустим, получение знаний, это тоже для вас является определенным джихадом. Борьба с собственными пороками, эго, вот как сказала наша сестра, и помощь малоимущим. Когда помогаешь семьям, кто не имеет возможности там покушать, одеться и так далее. Что касается военных действий, как эта девушка сказала, борьба за веру, то они в исламе подразумеваются лишь как оборонительные. А понятие наступительного джихада существует лишь в той относительной ситуации, когда война, обратите внимание, когда война объявлена врагом, и враг готов напасть на тебя, а ты его опережаешь. Это то, что было во время Второй Великой Отечественной войны. Когда немцы, фашисты напали на нас, а мы стали на защиту своей родины. То же самое, что у нас было в 1999 году. Наши жители Дагестана, когда стали на защиту своей родины. Пророк Мухаммад, мир ему благословен, проповедовал ислам в течение 23 лет. Из них он воевал всего лишь 2 месяца. И за этот период не погибло ни одного человека. А на тот период, как во время Великой Отечественной войны погибло 54 миллиона человек. Чувствуете разницу? На самом деле ислам призывает к мягкости и милосердию ко всем людям, независимо от национальности и вероисповедания. Пророк Мухаммад, мир ему, будучи примером для всех мусульман, за всю свою жизнь не лишил жизни ни одного человека, а его благородное отношение к представителям других конфессий завоевывало их сердца. Для молодежи сегодня необходимо понимать, что посредством интернета или одной какой-то брошюры или уличного общения невозможно быть разборчивым в данных понятиях. Поэтому необходимо брать знания у более компетентных людей. Мы все с вами знаем, то, что Дагестан это всегда уславился и сейчас славился, то, что Дагестан является кузницей алима. Это кто такие? Те люди, которые являются богословами в сфере религии, они, которые могут дать там, своевременно там, и совет и так далее. Просвещенность и доброе отношение к окружающим это именно то, что позволит сформировать вокруг себя атмосферу мирного Дагестана. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы, я был бы очень рад на них ответить. Погибло, я не могу сказать. Я могу сказать лишь что, если, к примеру, со всей территории Российской Федерации выехало 3000 человек, из Дагестана это 1500. И в каждом муниципалитете Республики Дагестан есть примерно где-то до 50 человек, кто стоит на учете. Это я говорю просто примерно. А на самом деле их, да, на самом деле их гораздо больше. Я не говорю про муниципалитет, я в частности говорю именно про города. Пресекать, вот вы какие-то меры предпринимаете. Что интересно, с Махачкалы, был, да, такое, то, что с Махачкалы, на самом деле в Сирию там, можно сказать, вообще никто не выезжал. Да, не выезжал. Если выехали, это единицы, там, 1-2 человека. Потому что в Махачкале на самом деле со школьниками, со студентами еженедельно ходят там представители Министерства молодежи, представители Верховного управления, они проводят такие беседы с молодежью. Поэтому для муниципалитетов, для дальних, да, мы, допустим, не жалея там силы времени, наши коллеги выезжали в самые такие дальние районы нашего Дагестана. Потому что для нашей молодежи это на самом деле очень важно, потому что наша молодежь это, конечно, такой политический призыв, то, что это наше будущее. Я бы сказал так, то, что наша молодежь это наш стратегический потенциал, который в будущем на самом деле мог бы как-то благоприятно повлиять именно на наш субъект. Потому что в целом по России, если не ошибаюсь, Дагестан даже в пятерку входит среди самых, можно сказать, молодых таких субъектов.
Дагестан находится в зоне риска, да? В зоне риска, соответственно. Да, Совершенно. вот наша Республика Дагестан вот как-то заинтересована, наша Республика Дагестан, как-то вывести детей, вот, допустим, которые остались вдовы в Сирии после Сейчас этих могу тут бомбежек. сказать, так чисто как бы исходя из того, что я сам читаю в средствах массовой информации, то, что на самом деле жителей Дагестана, Чечни и других субъектов Северного Кавказа на самом деле детей начали сюда возвращать, если даже не родители, а именно детей. Потому что дети это как бы ни в чем как невинные люди, они просто случайным образом оказались в зоне таких как бы, боевых действий. Защита. Да, конечно. Если есть вопрос, задавайте. На самом деле, еще хотел бы добавить, вот когда говорят, то, что типа те люди, которые туда выезжают, это именно представители, ну, как бы ислама, да, я на самом деле не совсем согласен с этим, потому что еще даже не согласен с тем, то, что люди выезжают туда, чтобы как бы, заработать деньги. Это на самом деле не так. Люди выезжают туда за некой, так скажем, как бы идеей. Есть случаи, когда студенты ведущих вузов нашей страны, это МГУ, МГИМО и так далее, даже студенты таких вузов туда выезжали. А как мы все с вами знаем, да, то, что МГИМО, там, МГУ, можно сказать, как бы ребята из как бы, простых семей на самом деле не могут себе позволить туда поступить. И поэтому это не совсем правильно, когда говорят, они выезжают туда как бы, из-за материального такого состояния и так далее. Вот какой общий такой дадите рекомендацию молодым людям, вот как они могут свой потенциал развить и проявить не только вот у себя здесь, да, вот в селе, в муниципалитете, а в общем для республики. Вот как они могут потенциал вот, выявить и дальше вот, развиваться. Есть какие-то у вас программы там? В общем, понимаете, вот, в основном молодежь, почему оказался в той русле, который сейчас рассказывал нам наш спикер, наш оратор Шейх Хагим, потому что в районах были, в этой секте оказались авторитетные ребята, то есть спортсмены, на которых подрастающее поколение молодежь смотрело. И эти ребята смотрели на них, и уже им не было альтернативы, чем еще заниматься. Они им сказали, что это правильная дорога, что этим нужно заниматься, и эти ребята там оказались. Им не было альтернативы. Но на сегодняшний день и Министерством по делам молодежи Республики Дагестан, и общественными объединениями нашей республики проводится множество форумов, куда могут наши ребята вовлекаться и развиваться. Развиваться в чем? Допустим, есть ребята, наверное, есть среди вас ребята, которые думают, в будущем я буду иншаллах бизнесменом там, и так далее. Есть такие ребята? Кто хочет стать бизнесменом? Все, да? Ну, чтобы стать бизнесменом, в первую очередь, что нужно для нас? Учиться, понятно, еще что нужно? Ну, план же должен быть, какой-то проект свой. Каким бизнесом? Ты магазин хочешь открыть? Ну да, в общем, свое дело. То есть какой-то бизнес-план должен быть, правильно? А бизнес-план не хватает, чтобы просто у тебя идея была там магазин открыть. Ты же должен еще помимо этого посчитать, ты хорошо магазин откроешь. Ладно, ты его откроешь там, где нету проходимости, где нету людей. Все, тебе придется его закрыть. То есть у тебя план должен быть. Если ты его открыл, значит там ты должен рассчитать все свои риски. Сколько ты вложишь, когда это вытащишь. Правильно же? Прибыль какая у тебя будет. В течение какого времени ты его оправдаешь? Ну, правильно сказать, учиться надо этому делу сначала. Само собой, да. Иметь, То есть, вот такое видение должно быть. Вот для этого сегодня Министерством по делам молодежи Республики Дагестан, Федеральным агентством по делам молодежи, другими ведомствами нашей страны и республики проводятся различные мероприятия, где наши ребята как раз таки могут получить именно эти знания. Как выступать, как перед молодежью выступать, ораторскому искусству обучают, как бизнес-план составлять, как себя вести, как управлять. Вот открыл ты бизнес, как управлять своей командой. Вот для этого всего проводятся эти мероприятия. Вы можете следить за информацией Minmol.ru, называется сайт, и в Инстаграме можно найти. Там будет вся информация про проводимые форумы в нашей республике. Можете следить за этим. И принимать там заявки, подавать, ничего сложного в этом нету. И принимать там участие. Более того, вот имеется вот такая идея, да, к примеру, у любого из вас, как не безразличного, да, для кого не безразлична судьба вашего района, допустим, у кого-то может быть возникнуть идея, я хочу построить здесь
у меня в районе поставить спортплощадку, вот, турник, брусы и так далее, чтобы ребята занимались. Может быть такая идея? Кто хочет, ну, допустим... Кто хочет такой темой заняться, кто придумать такой проект и так далее. Что, к примеру, в зале установил, я это не заметил, может быть, здесь на территории школы есть, вот воркаут площадка, где турник, брусы, чтобы молодежь могла... Есть, да? Да. Ну, к примеру, еще кто-то хочет, к примеру, установить. Вот для этого, если есть такая идея, вот эту идею можно расписать. Сегодня государство нам предоставлена такая возможность расписать этот проект, подать и получить даже средства, чтобы вы установили эту площадку здесь. Вы знаете, недавно у нас площадка проходила здесь, да, вот как раз молодежный парламент наш организовал совместно с детьми. Там они защищали свои проекты, и экологическая проблема, у них был один проект такой. Хотят построить, допустим, завод по переработке мусора. Проект такой, да, был. Действительно, да, действительно, это большая проблема, экологическая проблема по захоронению мусора и по построению завода по переработке мусора. Вот, пожалуйста, вам проект. Если кто-то возьмется за такой проект, это будет, по-моему, самый лучший проект в нашей жизни. Потому что это проблема, экологическая проблема, связанная вот с нашей жизнедеятельностью. Вот такие проекты можно и развивать. Какого рода проект? Да, есть такая, допустим, площадка у Федерального агентства по делам молодежи, да? Как называется, это территория смысла, это форумы, всероссийские форумы, территория смысла, Машук и так далее. Вот там, на самом деле, для физических лиц выделяется там до 500 тысяч рублей. Мы сами тоже должны понимать, за 500 тысяч рублей, соответственно, ты не построишь этот завод. Для юридических лиц это 2,5 миллиона, и за 2,5 миллиона ты тоже не построишь этот завод. Допустим, если софинансирование будет за счет администрации, допустим, там какие-то деньги, или за счет там финансирования таких вот как бы федеральных, можно сказать, центров, то, соответственно, это проекты как можно как бы реализовать, эти деньги пробить и работать.